Уроки физики и биологии в столичной 10-й школе станут еще интереснее. Теперь на занятиях будет применяться современное оборудование. Департамент внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы передал в дар Горской школе лабораторные комплексы, а также компьютерную технику. Данные модули передвижные, рассчитаны на то, что эти устройства можно передвигать из одного класса в другой. По тому, что насыщено в этом модуле, уже с первого взгляда видно, что все разложено по отдельным частям, по контейнерам, что доставляет большое удобство для педагога. То есть по разным темам можно выбирать уже подготовленное, собранное оборудование и составлять лабораторную работу. Наша школа проводит лабораторные работы, поэтому нам очень необходимо было иметь именно вот эти устройства. Делать нужные подарки учащимся образовательных учреждений республики для Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы уже стало доброй традицией. В разных школах оснащаются библиотеки, компьютерные классы. Поступила заявка от 10-й школы о том, что необходимо приобрести определенное оборудование. И в этом году получилось подарить 10-й школе 2 лабораторных комплекса, один из которых по биологии, второй по физике. Вот. Ну и получилось так, что вчера был, мы так не планировали, но получилось хорошо. Вчера был День учителя, и вот как бы можно связать два эти события, и очень хочется надеяться, что это будет таким достойным подспорьем для того, чтобы естественные науки в 10-й школе развивались еще лучше. Все это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Москвы и администрацией города Сухум. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить правительство города Москвы в лице руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Евгеньевича Черемина, всей его команды, а также весь коллектив Дома Москвы, который здесь непосредственно на месте занимался организацией всей этой работы. Поставка сегодняшнего оборудования лабораторного для физики и для биологии является следствием того соглашения, которое подписано было в июле текущего года между правительством Москвы и администрацией города Сухум, и является трудом большого коллектива, в том числе и Департамента международных отношений, и Дома Москвы, является прямым следствием того, что в свое время администрация города Сухум подготовила запрос того, какое оборудование в первую очередь необходимо для общеобразовательной 10-й средней школы. На этом этапе мы получили лабораторное оборудование, чуть позже будет еще другие виды оборудования, необходимого для детей. Самое важное, что нынешнее мероприятие, сегодняшнее, оно позволит поднять образовательный процесс на качественно новый уровень в соответствии со всеми современными требованиями. Заместитель главы администрации города Сухум Леон Квартия выразил уверенность в том, что сотрудничество между Сухумом и правительством Москвы продолжится и в других сферах. Гугу Савардания, Налач Хинжерия, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.